Здравствуйте, программа «Суть дела» в эфире Абхазского телевидения. Кулибишский район обладает большим туристическим и рекреационным потенциалом. Как реализовываются эти возможности и также об итогах поездки премьера мы поговорим сегодня с заместителем главы администрации Кулибишского района Курамом Хаджимба. Курам Хухутович, добрый вечер. Шибзекова, добрый вечер. На этой неделе район посетил премьер-министр Беслан Барциц. Он проинспектировал работы, проведенные за счет бюджетных средств и инвестпрограммы. Хотелось бы узнать об итогах этой рабочей поездки. Эта поездка имела инспекционный характер, хотя премьер хотел своими глазами сам посмотреть, увидеть, что сделано и что еще нужно сделать. Все, что сегодня делается, это не накопилось за 2-3 года. Люди, сами жители, говорят, что практически 2 десятилетия, даже больше, наверное, эти русла рек никогда не чистилось. Никогда, в смысле, за этот промежуток времени. И сложилась такая ситуация, что эти русла рек практически сравнялись с уровнем земли. И поэтому воде некуда было деваться, и она разливалась везде и затапливала людей. Остается буквально 2-3 речки, которые нужно еще почистить. Но это тоже ведется работа. Вот на поселке Каштак буквально сегодня-завтра, это материалы находятся на экспертизе, сегодня-завтра начинаются там тоже работы. Ливневые дожди недавно были. Результат как раз работы этой проделаны, что люди не пострадали, дома не пострадали. Конечно, да. Вот мы из репортажа по поездке премьер-министра мы видели, что люди подходили и благодарили, что они говорят, давно мы уже себя так в безопасности не чувствовали. Практически этот вопрос в районе будет снят на многие года. Хотелось бы еще поговорить вообще о потенциале района, потому что район крупный и место расположения, климатические условия позволяют развивать здесь туристический бизнес. Курортные крупные объекты, которые в довоенные годы существовали, они пока не функционируют. Как развить этот туристический потенциал? Как вы вообще смотрите на эту проблему? До войны там было 12 домов отдыха, санаториев. Это на протяжении 18 километров береговой линии. Они функционируют в первую очередь, естественно, из-за нехватки денег, да, но своими силами, я думаю, что это сегодня уже даже невыгодно этим заниматься, это должны делать инвесторы. Но инвесторы приезжают к нам, мы ведем с ним переговоры, но пока там не будет развита вся инфраструктура, инвесторам тоже будет сложно вкладывать деньги. Инфраструктуру я что имею в виду? С электричеством там легче, потому что это можно подвести, сделать. Вода практически есть. Кстати, по поводу водоснабжения, эти работы что же сейчас ведутся? Работы ведутся, но вода идет сегодня. Но эти трубы с 49-го года, в 49-м году их сделали, эту линию, ветку. Сегодня проводится замена этих труб на пластиковые. То, что это как раз местного производства пластиковые трубы, это что в Гудовском районе завод. Продолжается. И сейчас небольшая проблема нехватки труб, потому что сейчас везде практически прокладываются эти трубы по всей Абхазии. Там проложили около 1,5 километра уже. Еще осталось около километра. Я думаю, что это тоже вопрос нескольких недель будет решен вопрос. Это до перекачивающего в селе Багмаран. Оттуда потом до Агудзеры тоже будут линии менять. И продолжение той мысли я бы хотел сказать, что канализация у нас в плачевном состоянии. Она включена в инвестпрограмму. Я думаю, что в 2018 году эти работы, во всяком случае, должны начаться. Когда будет эта канализационная система работать, водоснабжение будет на нормальном уровне, я думаю, что потянутся и инвесторы, потому что у нас район, как раз-таки это для гостиниц, для домов отдыха, чтобы люди могли отдыхать. Пляж соответствует, пляж песчаный. Естественно, мы там ждать, что когда-то кто-то сам приедет, не приходится. Мы сами связываемся, ездим, переговариваем в основном, естественно, в Российской Федерации, ведем работу. На одном объекте, который уже в ближайшие дни будет открыт, мы побывали и посмотрели, как ведется подготовка к открытию гостиничного комплекса Агудзера. Да. Я бы хотела сейчас, чтобы мы вместе с вами посмотрели сюжет, который мы там сняли.
Еще в довоенные времена здравницы Гульрипша славились на весь Советский Союз. Сюда приезжали те, кто хотел поправить здоровье. Знаменитый меценат князь Смитской построил в районе Агудзеры дворец. По легенде, этот дом предназначался для его супруги, больной туберкулезом. Впоследствии, после переезда, жена выздоровела. Возможно, в легенде что-то и преувеличено, но несомненно то, что мягкий климат привлекал сюда туристов. В довоенные годы здесь появилось несколько здравниц и санаториев. В настоящее время они разрушены и не функционируют. Активно этот туристический потенциал используют местные жители. Многие приспособили свои частные домовладения под небольшие гостевые дома. Что касается крупных гостиничных объектов, то их практически нет. Но уже скоро в Гульрипшском районе готовят к открытию гостиницу «Агудзера». Руслан Китариев – сын хозяина этого объекта. Понравилось место. Тихо, спокойно, никого нету. Как вы думаете, туристам понравится? Конечно, всем нравится. Прекрасный вид из балкона. Просторные и комфортабельные номера предложат туристам в этой гостинице. Конечно, на строительство и ремонт ушли немалые деньги, но окупиться этот проект может быстро, так как есть спрос на отдых в местах, отдаленных от городов и суеты. По принципу «все включено». Планируется запустить 16 номеров класса люкс. Ну, в общем-то, с гостиницами понятно. Нужны инвесторы, которые готовы вкладывать в район деньги. Но что касается отдыхающих, которые приезжают в другие города и районы Абхазии, и они посещают Гульрипшский район, там есть туристические объекты, такие как, например, Черниговка, Дранский собор и так далее. Есть еще места, которые можно включить в маршрут туристический. Потенциал, конечно же, есть, и он велик. К большому сожалению, сегодня пока еще Кадорское ущелье не задействовано. Не задействовано, в том объеме, в котором нужно было бы задействовать. А так, частники на ВАЗиках возят туристов на озеро, там, Антрал, там наверх, на природу. Но это единичные случаи, это очень мало. Но так, я с полной ответственностью могу сказать, что многие в Абхазии, практически все, мало кто не ездил на Рыцу, все знают эту красоту. Но я вас уверяю, что Кадорское ущелье, если там провести дороги, если благоустроить, если привести в порядок, оно не будет хуже. Там красивее, просто многие не ездили туда и не видели, не понимают эту красоту. Дней 10 назад была делегация из Москвы. Это представители, Росавтодора вместе с нашими представителями Абхазавтодора приезжали, делегация там была, УСУКСа были, с Министерства обороны ездили, смотрели эту дорогу. Но на первой стадии они смотрели мосты. Мосты в плачевном состоянии. Все мосты от Мочарки до Южного приюта, все нужно приводить в порядок. Это около 110 километров расстояния. Ну и потом, естественно, после мостов они планируют делать дорогу. Это на перспективу. Но не на долгую перспективу. Они планируют, в первую очередь, они заинтересованы, потому что там стоит воинская часть в селе Генцвиш, российская. А с развитием туризма прочно связано и развитие сельского хозяйства. А Гульрипшский район всегда был таким сельскохозяйственным районом и в довоенные годы, и сейчас тоже старается развивать сельское хозяйство. Сейчас в этом плане что делается? Последние годы было выделено 40 гектаров земли именно под тепличное хозяйство. Из этих 40 гектаров на сегодняшний день уже функционируют, уже дают урожай 3 гектара теплицы. И еще 3 гектара – это открытый грунт. Там высажены, салаты, перец, капуста цветная высаживается сейчас, обычная капуста высаживают. А в теплицах болгарский перец, огурцы, помидоры. Только болгарского перца в этом году было снято, получили урожай около 50 тонн. И около 100 тонн они сняли, огурцы и помидоры. И я думаю, что через несколько лет мы сказать, что в полном объеме насытим свой рынок, только наш район, естественно, не сможет. На какую-то часть проблемы мы снимем. Сейчас берут люди, активно занимаются этим, инжир высаживают алычу даже, сливу, персики, груши, яблоки.
Ну, люди занимаются. 40 гектаров мы уже выделили под теплицы. Это В большая общем, площадь. население вовлекается в этот процесс. Абсолютно. Но вот вредители, которые постоянно мешают, которые свои коррективы вносят в эти планы, как вот с этим обстоит дело? Третий год уже так называемый мраморный клоп, он на самом деле практически уничтожает. Там их это не один вид, несколько разновидностей. Уничтожают весь урожай, начиная с ореха, фундука, кукурузы, все фрукты. Практически все фруктовые насаждения они уничтожают. Но мы получили препараты от как раз-таки вот этого мраморного клопа, и было сделано объявление, чтобы население, там, где мы могли, плантации, будем говорить так, большие площади, мы обрабатывали. Но мы в смысле управление сельского хозяйства занималось этим. А частному населению было сделано объявление, чтобы они получили, но есть, которые приходили, забирали препараты, они сами это лечили. Но мы должны понимать, что таким способом уничтожить вредителей очень сложно. Там нужны масштабные работы. Не произойдет то, что авиацию. произошло с самшитом в Пицунде? К большому сожалению, все вот эти вредители, они привыкают к препарату. Сегодня одним препаратом полечил, а в следующий раз они уже привыкают к нему, надо менять его. Ну, это сложно, но угроза есть, но однако занимаемся, работаем. Меры предпринимаются. Принимаются. Частные тепличные хозяйства вот работают в Гулерипском районе. Многие предприниматели выбирают именно Гулерипш для развития своего бизнеса. Давайте посмотрим материал об этом и продолжим тему. Вот такой вот болгарский перец выращивают в селе Дранда. Индивидуальный предприниматель, взяв в аренду земельный участок, превратил территорию в тепличное хозяйство. Растение, привезенное когда-то из Южной Америки, прекрасно приживается и в наших субтропиках. Данные теплицы, сейчас вот в 2 теплицах перец, сорт Калифорния. Видите, как она прижилась здесь, хороший урожай. Проблемы здесь в основном все уже решены, есть капельное орошение, вот вы видите капельное орошение, электроэнергией они обеспечены, есть трансформатор у них установлено, ограждение есть, все. Кроме болгарского перца, здесь выращивают томаты и огурцы. Большая часть продукции рассчитана на внутренний рынок, остальное экспортируется. Здесь в основном в большинстве своем работает местное население. Люди, которые живут в сельской местности, они получают заработную плату. Это вы сами понимаете очень позитивно, и за что мы им очень благодарны. Часто местные производители, имея возможности для увеличения производства, сталкиваются с проблемой реализации продукции за пределами Абхазии. Госкомпания «Абхазпродэкспорт» как раз создана для того, чтобы помочь сельхозпроизводителям. В любом производстве самое главное, помимо того, чтобы произвести, еще этот продукт нужно грамотно сохранить, придать ему товарный вид и, безусловно, реализовать. Для всех этих целей по поручению президента Республики Абхазия была создана компания, государственная компания «Абхазпродэкспорт», задача которой именно это и входит, то бишь обеспечить свободный доступ на внешние рынки абхазскому сельхозпроизводителю. В данном случае мы говорим о Российской Федерации. Вот это замечательное хозяйство, с которым мы тоже работаем, оно производит прекрасные продукты, и мы надеемся, что в самом ближайшем будущем мы сможем поставлять все эти экологически чистые, правильные, вкусные и хорошие продукты под нашим единым национальным абхазским брендом на российский рынок. Компания «Наш продукт» заработала в Гулерипском районе в конце прошлого года. Уже высажены несколько гектаров цветной капусты и салата. По словам руководителя проекта Юрия Майзель, Гулерипский район по своим климатическим условиям идеально подходит для развития сельского хозяйства. Этот район знаменит тем, что здесь в советские времена вело сельское хозяйство. Все эти земли, они дренированы. То есть в этих землях закопаны дренажи, и влага, которая поступает, она дренирует и уходит. Это для производства сельхозпродукции очень полезно. Это очень важно. Вот. Сами по составу себе земли хорошие. Здесь далеко горы, близко море, это равнина. В общем, все условия созданы для того, чтобы заниматься сельскохозяйством. Природа позаботилась об этом. Поэтому я считаю, что руководство идет навстречу во всех вопросах, нам во всем помогает.
Чтобы продукция, выращенная в Абхазии, выдерживала конкуренцию на внешнем рынке, нужны особые подходы при производстве. К примеру, вместо химикатов для обработки саженцев здесь стараются использовать биологические средства борьбы с вредителями. Такой продукт смело можно назвать экологически чистым. Опрыскиваем и обрабатываем всегда фитопатологическими средствами, которые изготовлены из трав, из разных растений. И пока у нас все получается, и идем вперед. Помимо овощеводства в районе успешно развиваются цитрусовые хозяйства. О том, как быстро окупятся эти проекты, сказать сложно. Все зависит от спроса и условий рынка. Но несомненно то, что сельское хозяйство, всегда занимавшее главное место в экономике района, до сих пор одно из самых перспективных. С овощами понятно, вот с цитрусовыми насаждениями какова сейчас ситуация, потому что в районе очень много цитрусовых садов. Ну, с цитрусами та же ситуация, вот о чем мы говорили, с вредителями. И цитруса мешает, да, вредит, это значит мраморный клуб. Но цитрусы легче, потому что так или иначе 2-3 раза в год каждый хозяин должен лечить цитрусы. И там, ну, единственное, что он добавляет отдельно препарата от этих вредителей. Но около 12 тысяч тонн ежегодно частный сектор собирает мандарины. И практически они вывозятся за границу. И около 1500 тонн это частный сектор. Это совхозы бывшие, значит, сейчас фирмы. Но с цитрусом легче, потому что есть спрос. Спрос есть, они вывозят. Там, ну, вот в прошлом году там проблема одна была, что люди не смогли ее продать. А так практически там на сбыт, на реализацию проблем нет на цитрусовых. Ну, единственное, там некоторые проблемы возникают иногда на границе, но эти также решаются. Последние годы они практически решаются уже. На какой урожай рассчитываете в этом году? Ну, в этом году урожая меньше, конечно. Меньше это не от нас зависящим причинам. Если это было около 13-14 тысяч тонн каждый год, я думаю, что в этом году мы получим около 10 тысяч тонн. Это значительные потери для бюджета района? Нет, конечно, да, потери есть, но я бы не сказал, что это значительные потери. Еще бы мне хотелось отдельно поговорить о транспортно-логистических возможностях района. Вот неоднократно слышали разговоры о перспективах возобновления воздушного сообщения, возобновления работы аэропорта и строительства Транскавказской магистрали. Как вы, вот хотелось бы эту тему вот развить немножко, поговорить, и как вы смотрите на эту проблему? Но что касается аэропорта, сразу оговорюсь, что это не в нашем ведении, это республиканского подчинения, объект. Но, тем не менее, к нам приезжает делегация, потому что это территориально находится на нашей территории, значит, в Гулипше. Поэтому несколько делегаций при мне уже приезжали, ведут беседы, ведут разговоры, переговоры. Они заинтересованы сегодня задействовать наш аэропорт. Но они говорят, там, где нету населения до 500 тысяч, но аэропорт он не рентабелен. А вот Транскавказская магистраль, о строительстве которой говорилось, как вы думаете, насколько это было бы выгодно и для района, и для республики? Ну, естественно, там пошел бы уже туристический поток. Это с двух направлений практически туристы начали бы к нам заходить. Но это тоже, опять-таки, вот это от Мачарки до Южного приюта, это как бы республиканская трасса. Да, этот вопрос мы тоже не решаем. Но если бы, вот я уже подчеркивал это, российская делегация приезжала, они сами заинтересованы. Но вопрос пока стоит только до Южного приюта. Готовясь к программе, мы побывали, естественно, и в администрации Гулипчского района, и вот хотелось бы о таком положительном факте рассказать, о том, что в Гулипчской администрации недавно заработали курсы абхазского языка. Сейчас хочу вам предложить комментарии преподавателя абхазского языка, а потом мы продолжили бы эту тему. У нас в администрации
администрации имеются две группы. Это средняя группа, которая уже более-менее говорит на абхазском языке, и группа, которая только-только начинает писать. Но за почти 1,5 месяца времени, которое мы проводим занятия, они уже знают буквы и могут прочитать текст, который мы им предоставляем. Я думаю, что для них это представляет большой интерес. Они ответственно относятся к занятиям, ходят к нам, хотят учить. Также помимо занятий пытаются разговаривать и на абхазском языке. И в дальнейшем, я думаю, что через какое-то время они уже смогут спокойно излагать свои мысли. Наша задача пока начать с сотрудников администрации. Думаю, в дальнейшем мы уже перейдем и к жителям, к тем, каждый, кто захочет посещать эти занятия, сможет их посетить и выучить абхазский язык. В общем-то, это в рамках реализации закона о государственном языке. Пока что эти курсы посещают сотрудники администрации, да? Да, пока так. Но мы все должны понимать, что рано или поздно дело производства в Абхазии будет вестись на абхазском языке. И поэтому каждый руководитель, во всяком случае руководитель, должен владеть абхазским языком, ну, государственным языком. И поэтому нами было принято решение организовать кружки. Вот как было сказано, уже 1,5 месяца девочки работают, девочки и мальчики там находятся. Ну, как правило, там армяне, несколько русских. Есть, к сожалению, и абхазцы, которые не особо владеют своим языком, и приходится им посещать эти курсы. Сегодня, да, 13 человек учатся, но занимаются они в администрации, в здании администрации района. На перспективу мы планируем, естественно, открыть помещение, я думаю, что мы им найдем, и открыть расширенные курсы с вовлечением всего населения. И напоследок мне бы хотелось затронуть еще одну проблему. Это сохранение памятников историко-культурного наследия, которые находятся на территории Гуль-Рипшского района. Потому что несколько лет назад был случай, когда был разрушен дворец Мицкого. Да, это справедливо вызвало общественный резонанс и неодобрение со стороны чиновников. Сейчас там еще находятся памятники, которые пока что сохранены, но кто занимается их охраной сейчас? Я бы, наверное, с вашего позволения вас немножко поправил бы, потому что я помню этот сюжет несколько лет назад про Смитского, но это не несколько лет назад было разрушено, это было несколько лет назад было продолжение разрушения вот таких всех объектов. Значит, это началось практически с 93 года. К большому сожалению, свести на нет мы до сих пор не смогли. Естественно, поручаем милиции. Милиция и без нашего поручения, они это понимают, эту задачу. Они периодически объезжают все эти объекты, но ставить охрану, наверное, это сегодня невозможно. То, что касается Смитского, там нужны масштабные решения. Там это 50 гектаров земли под нее, это большая площадь. Это тоже нужно там косить, ухаживать, делать. Но это время тоже по-своему разрушает эти объекты. И время разрушает, естественно. Там из Америки, из Китая, из многих стран были завезены деревья, растения, кустарники. Но они тоже, что-то по времени там прожили свое, что-то под влиянием климатических условий, там снег выпадает, еще что-то, погибают. Но там есть еще есть то, что нужно сохранить. И поэтому, Что касается вандализма именно, вот эти вещи под контролем? Да, конечно, под контролем. Я уже сказал, что милиция этим занимается. Они периодически сказать, что там постоянно охрана у них стоит, наверное, нет. Конечно же нет, но периодически они объезжают эти объекты, смотрят. Но чтобы его сохранить, там 24 часа охрана нужна. А этого сегодня нету. Гурам Хухутович, о Гуль-Рипшском районе есть еще много интересных вещей, о которых вот в рамках одной программы мы не успели с вами поговорить, но я надеюсь, что в будущем у нас будет такая возможность встретиться еще раз с вами и поговорить об этом. У меня на этом все. Спасибо. Спасибо. А я, в свою очередь, приглашаю вас посетить Кодовское ущелье. Приезжайте, поднимемся, посмотрите, зафиксируйте эту красоту.
И люди хотя бы, если будет репортаж сделан, хотя бы люди, которые туда еще не поднимались, хотя бы по телевизору увидят. Спасибо. Спасибо большое. А нашим телезрителям я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель главы администрации Гулерипшского района Гурам Хаджинба. А я прощаюсь с вами до следующей недели.